Нет никакого будущего, нет, даже жить. И то на эти деньги очень сложно, даже если снимать эту квартиру. Поэтому я не знаю, какие у молодежи перспективы. Скорее всего, они отсюда просто убегать будут. И возвращаться сюда не будут. Подумайте, на 90-е годы, начало 90-х годов, у нас было 38 работающих предприятий, заводы, это не считая еще, что было в то время и кооперативы, и индивидуальщики всякие разные. Вот. А на сегодняшний день что у нас осталось? Осталось несколько предприятий, в которых люди работают и говорят, быстрее бы им на пенсию сбежать оттуда, дай Бог, или куда-нибудь, или может быть какое чудо произошло, чтобы нас раскабалили. Мы рабы, мы сказать ничего не можем, потребовать ничего не можем. Поэтому дальше так вообще продолжаться не может. Вы все прекрасно знаете, что у нас из последних 6 мэров только один ушел, не начал толком работать нормально. Остальные все или со статьей, или в тюрьму сразу, или еще как-нибудь. Пришел новый мэр, все мы знаем. Традиция, конечно, продолжается, потому что с чего начал? С того, что лишил перевозчиков рабочих мест, по-быстрому разогнал, провели незаконный аукцион, без лицензии, без ничего, притащили сюда чужую компанию и, пожалуйста, и знают, что нарушили закон. И все равно продолжают в том же духе. Обещали много, обещают много, не знаю, чем все это кончится, обещают нам и фонтаны, обещают нам тут, я не знаю, рай и благоденствие. Поэтому в этом я, конечно, очень-очень сомневаюсь. Сейчас вы все знаете, как поступают с Печорнебенефтью. Это же полнейшее беззаконие. Люди обратились в Госсовет и обратились к главе республики. Помогите, что дальше? Что будет? Ну, ответ вообще, я поражаюсь такому ответу. Представьте себе, правительство республики и глава отвечают, что ни правительство, ни глава республики ничего не могут сделать, так как это частная компания. То есть буржуй захотел и прикрыл всю эту лавочку. Сегодня хотят поднять вопрос о том, чтобы сделать вертолетную площадку. 10 человек, которые подписали, пошли к Капликову с этой петицией. 10 человек. И закрутилось во всех инстанциях. Во-первых, его сразу обманули, потому что вертолетная площадка там есть. Это один вопрос. И они как-то начинают заботиться о нашем здоровье. Довольно странно почему-то. Дело в том, что аэропорт закрывают, когда его будут ремонтировать, неизвестно. Денег даже не хватает для того, чтобы сделать проект, как отремонтировать. Где это будет вертолетная площадка? Это просто для того, чтобы просто вырубить лес, куда-то его сплавить и отмыть деньги. Другого просто ничего нет в этом отношении. На автобусных остановках, если вы обратили внимание, значит, там дополнительная табличка «Автобус кроме». Да? То есть нельзя заезжать не только нам, это таксистам, но и любой легковой автомашины. То есть нарушаются права третьих лиц. Это работа, это непосредственно господина Османова, который только на словах поддерживает малый бизнес, только на словах, а фактически открыто это лоббирует интересы Сыктывкарского автотранспортного предприятия, которое сюда неизвестно откуда, как оно вообще появилось. С нарушением всяческих норм. Еще хочу сказать, что антимонопольный комитет возбудил против Сыктывкарского пассажирского предприятия антимонопольное производство.